программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Александр Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. В таком качестве я у вас еще не был в эфире БСТ. Совершенно верно. Да. Конференция Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» проходит непростые времена. Сейчас Россия у нас должна объединиться, потому что проходит спецоперация на Украине. В связи с этим, видите ли вы, что есть консолидация общества и играет ли партия «Единая Россия», все-таки это главное политическое движение в нашей стране, да, объединяющую роль? «Единая Россия» – это вообще цементирующая политическая партия. Она обеспечивает реализацию основных направлений внутренней политики, поскольку она обладает конституционным большинством в Государственной Думе, и подавляющее большинство губернаторов – это члены «Единой России», а Ради Фаридович Хабиров, глава Республики Башкортостан, сегодня был избран секретарем регионального отделения. На ближайшие 5 лет. Да, на ближайшие 5 лет. И в своем выступлении он как раз говорил о том, что как никогда сегодня консолидируется общество на фоне внешних угроз. Так всегда было, когда нам что-то угрожает внешне, мы объединяемся, несмотря на какие-то взаимные обиды, мы их прощаем, отодвигаем их на задний план. И мы это четко видим и по возросшему рейтингу президента, и в ежедневном режиме замеряем социологию «Единой России». Мы, в общем-то, выходим на показатели, которые были у «Единой России» до 2018 года, до голосования за пенсионную реформу. Какие основные задачи сегодня у «Единой России»? Все-таки важный вопрос – это соблюдение реализации всех программ запланированных, да, социальные обязательства. Что еще главное? Вы знаете, партия «Единая Россия» 20 лет, и партия за эти 20 лет менялась, но никогда не изменяла своим избирателям, своим убеждениям. Вы знаете, нас отличает от других политических партий то, что мы всегда отвечаем за свои слова. Вот все, что мы сказали, все мы делаем. И в частности, вот последняя избирательная кампания по выборам в Государственную Думу, в ходе нее мы собрали здесь, в республике, почти 300 тысяч наказов. Они все были обработаны и вошли в народную программу. Народная программа – это же не просто набор букв. Это обеспечение бюджетом, финансирование. Это конкретные объекты в конкретных регионах. И у нас в республике, это, я сегодня рассказывал, это 103 отремонтированных школы, 122 общественных пространства и так далее, и так далее. Я сегодня перечислял это на конференции. Это то, что в 2022 году будет сделано благодаря тому, что мы собрали эти наказы от людей, довели их до правительства, добились от правительства утверждения бюджета, добились выделения денег, и все это будет воплощено в конкретные улицы, объекты. Программа школы, да, программа газификации, которую мы ведем. Это же несколько сот тысяч людей в республике бесплатно получат газ. Прямо, что называется, до кухни, с котлом вместе. Потому что «Единая Россия» инициировала догазификацию, «Газпром» доводит до домохозяйства, а республика помогает сертификатами в разводке по дому и установке котла. То есть вообще бесплатно. Это то, что мы обещали давно. Это то, с чем мы к людям приходили и говорили, что вам нужно. Вот запросы эти вот сейчас реализуются в конкретный момент времени. А что касается спецоперации на Украине, которую сейчас проводит наша армия, то здесь «Единая Россия» тоже не остается в стороне. Мы буквально сегодня отправили гуманитарный конвой из 5 фур в лагеря временного размещения беженцев и в Луганскую и Донецкую Народную Республику. Отдельная машина пойдет в Красный Луч, город, с которым связывают с республикой отдельные отношения, потому что там находится могила генерала Шаймуратова. И это конкретная миссия. И это делает партия «Единая Россия». Ни одна другая политическая партия этим не занимается. Мы отправили сотни тонн продовольствия, строительных материалов, детского питания, даже корм для собак в лагерях временного размещения. И то нам удалось собрать, потому что люди забирали самое ценное, кто-то домашних животных собирал. Очень много запросов связано с тем, чтобы обеспечить детей
тетрадками, школьными учебниками. И запрос, конечно, есть на то, чтобы они в наши школы пошли, адаптировали здесь. И в этом смысле мы, конечно, плечо подставляем в целом по стране. Ну и сегодня конкретно республика отправила 5 фур. Там все, что можно себе представить. Только и продукты питания, и строительные материалы, стекло, шифер. Потому что там элементарно крыш у людей нет. Стекла все повыбиты. Поэтому сейчас, чтобы возвращаться к нормальной жизни, нужно, естественно, самое необходимое. А до этого бригада врачей уехала. Это добровольцы, которые будут помогать не только тем, кто получил ранения на фронте, но и просто тем, кто нуждается в плановой помощи, в плановой госпитализации. Поэтому, конечно, вот мы эту работу проводим. Ну и как сказал Ради Хабиров, то, что это отправился первый конвой гуманитарного груза, и это не последний. Это не последний, конечно. Мы помогали, помогаем и будем помогать. Почему «Единая Россия» пользуется всегда поддержкой избирателей? Потому что люди видят, что мы не занимаемся горлопанством и очковтирательством. А когда есть сложности, мы приходим на помощь. Вот пандемийные годы прошедшие, но сейчас, слава богу, мне кажется, что пандемия – это уже перелистнутая страница. Мы же в пандемию организовали волонтерский центр. 80 тысяч продуктовых наборов разнесли людям. А еще около 100 тысяч – это когда мы помогали людям добраться до магазинов, лекарства приносили. Это же люди не могут не заметить. А где другие политические партии были? Все бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому сегодняшняя конференция – это и подведение итогов. Значит, есть что показать избирателям, есть успешные результаты выборов. Ну и, естественно, это старт большого политического цикла. У нас в 2023 году будут выборы Госсобрания в республике. В 2024 году будем избирать главу. У нас здесь будет свой взгляд у «Единой России» на кандидата. Ну, естественно, это большая кампания по выборам президента. Я, как руководитель Центрального исполнительного комитета партии, заместитель генерального секретаря, вот передо мной задача поставлена уже сейчас начать разворачивать по всей стране агитационно-мобилизационные наши усилия, чтобы мы могли к 2024 году обеспечить достойную поддержку того кандидата, которого будет «Единая Россия» выдвигать и поддерживать. Александр Геннадьевич, ну, вы участвуете в новом статусе в конференции Башкортостанского регионального отделения. Можно ли говорить о плотном сотрудничестве вот именно регионального, локального, да, отделения и вот ЦИК партии? Ну, не то, что можно говорить. Это естественным образом проистекает. Для меня республика родная во всех смыслах этого слова. Мы договаривались, когда я уходил с должности руководителя администрации с Радием Фаридовичем, что я буду помогать, и я помогаю во всем, что могу делать, что в моих усилиях, что в моих силах. И, естественно, я не мог не приехать просто на региональную конференцию нашу, но понятно, что в силу естественных вот таких причин меня, так сказать, делегировала, можно сказать, республика родная туда. Но, естественно, я буду помогать во всем. И, естественно, это взаимодействие будет очень плотным. Старт-24, так называется конференция. Какой смысл вкладывается в это понятие? Ну, я уже сказал, что мы стоим на пороге большого избирательного цикла. Не на пороге, а от начала. Естественным образом. 5 лет прошло, вот сейчас 5-летний срок, в который будет избираться и наш парламент, и в 2024 году будет избираться глава республики и, самое главное, президент. Поэтому старт 24 – это прежде всего старт избирательной кампании президента. Какие основные вызовы? Ну, вызовы внешние. Страна сейчас находится под колоссальным санкционным экономическим давлением. Это будет очень сложный год. Очень. Может быть, даже 2. Потому что, ну, в буквальном смысле нам закрывают все. Нас просто клещами империалистическими пытаются обхватить и блокировать. Но переориентация наших рынков на Азию, значит, выстраивание новых моделей экономических, это все вызовы. Но, естественно, внешние угрозы. Нас под носом бряцают ядерным оружием, говорят, что мы, значит, расконсервируем какие-то возможности, придвинем к вам еще ближе средства блокировки наших, ну, ПРО в смысле. И, конечно, это и есть угрозы. Внешние, внутренние. Есть над чем работать, поверьте, будет. Легко не будет. Но все-таки мы остаемся оптимистами, Александр Геннадьевич. Оптимистами без этого никак. Все будет хорошо.
Все будет хорошо. Вступайте в партию «Единая Россия» и точно совершенно будете под ее защитой. Вот, кстати говоря, что вы еще можете сказать людям, которые состоят в партии «Единая Россия», те, кто еще планирует вступить, да, до 2024 года у нас все-таки еще 2 года впереди. Да. Какими эти будут 2 года и каким образом люди могут повлиять на жизнь в стране? Те, кто у нас уже являются членами партии, а таких 102 тысячи человек в Республике Башкортостан, нужно активную позицию свою занимать. Вот этот вот весь троллинг, который в социальных сетях мы видим, атаку на наши ценности, нужно не бояться защищаться. Потому что посмотришь иногда, прижавши уши мы в этих дискуссиях. Иначе что? Да, если не защищаться? Надо активнее свою позицию продвигать, показывать, что это позиция всей страны. Если этого не делать, что будет? Ну нет, если это... Давайте не будем рассуждать все, если бы да кабы. Надо делать. Не если бы, надо делать. Вот сейчас взяли и начали писать комментарии, надо защищать позицию. Не бояться и показывать, что нас много, нас большинство. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Это была программа «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Мы общались с руководителем Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александром Сидякиным. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.